В эфире телеканала программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах вечернего выпуска. Федеральная служба безопасности назвала организатора теракта на Крымском мосту. Студентам из семей военнослужащих назначат специальную стипендию в Якутии. В Ленском районе проводили частично мобилизованных мужчин. Врачи-офтальмологи продолжают оказывать помощь пациентам республики. Саха-академический театр имени Аюнского успешно завершил большие гастроли. Федеральная служба безопасности задержала 8 человек по делу о теракте на Крымском мосту. Организатором теракта являлось Главное управление разведки Минобороны Украины. Его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура заявили в ФСБ. Следствие установило, что взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом более 22 килограмм и отправлено из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. По данным ФСБ, документы на груз были изменены дважды. В спецслужбе подчеркнули, что расследование теракта продолжается, а все его организаторы и соучастники будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством. Мобилизованные предприниматели смогут отложить арендные платежи и взять кредитные каникулы. Такая возможность имеется в течение всего срока службы. Еще 30 дней после ее окончания, в период лечения, в случае госпитализации. Для оформления каникул нужно подать заявление в ту кредитную организацию, где был оформлен займ. Обратиться можно до конца 2023 года. Еще один вопрос. Как погашать предпринимателям ранее взятые кредиты во время их мобилизации? Индивидуальным предпринимателям уже предоставлено право оформить кредитные каникулы. Напомню, что этот закон подписан президентом Российской Федерации. Кредитные каникулы – это возможность не осуществлять никаких платежей в течение определенного времени. Этот период – весь срок мобилизации плюс 30 дней, а в случае, если после завершения мобилизации предприниматель был госпитализирован, то и весь срок прохождения лечения в медицинской организации. Теперь о кредитных каникулах для юридических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идет о тех юридических лицах, в которых единственный учредитель одновременно является и генеральным директором. Сейчас идет подготовка законопроекта, в соответствии с которым в случае мобилизации такой руководитель, одновременно учредитель, также получит право на кредитные каникулы. Условия кредитных каникул будут аналогичными индивидуальным предпринимателям, то есть также каникулы будут оформляться на срок мобилизации плюс 30 дней. При этом напомню, что документы можно представить будет и после завершения мобилизации. По указу главы Якутии о мерах поддержки военнослужащих произведены первые выплаты семьям мобилизованных и добровольцев-контрактников. Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балапкина. Также во исполнение указа Айсена Николаева в школах Якутии начали бесплатно кормить детей военнослужащих. Хотелось бы обратить внимание, что на два момента. Меры будут распространяться с момента зачисления на военную службу. В этом вопросе, соответственно, на настоящий момент достигнуты в том числе, наконец-то, договоренности с Министерством обороны Российской Федерации. Они тоже озадачены данным вопросом для того, чтобы направлять эту, соответственно, информацию. Кроме того, по родительской плате, в детских садах и выплате специальной стипендии будет произведен перерасчет. Единовременная материальная помощь оказывается семьям военнослужащих, проживающих на территории Республики Саха-Якутия. Для тех, кто не успел зарегистрировать брак, мы предусмотрели возможность как ускоренной работы наших ЗАГСов, так и оказания единовременной материальной помощи лицам при фактических брачных отношениях при условии совместного проживания. Также в Якутии назначена специальная стипендия студентам из семей военнослужащих. Размер ее будет составлять 5607 рублей, независимо от успеваемости учащихся. Стипендия является дополнительной. Например, если студент не получает академическую стипендию, то ему все равно будет назначена денежная выплата. Для ее получения необходимо подать заявление в офис МФЦ, представить данные, подтверждающие родство,
регистрацию по месту жительства и текущий статус обучающегося. Также студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования могут претендовать на приоритетное заключение договора о целевом обучении. В республике продолжает работу горячая линия 122. Она задействована для решения вопросов по частичной мобилизации. Жители при обращении на горячую линию должны нажать добавочную кнопку 6. По этому номеру могут обратиться все желающие мобилизованные граждане или члены их семей. Волонтеры движения оформят все заявки в решении бытовых задач, а также по вопросам юридической консультации или психологической помощи. Звонок бесплатный для любых телефонов из любых населенных пунктов. Линия работает круглосуточно. Принимаются заявки со всей Якутии. Во всех наследах республики имеются волонтеры, готовые помочь. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель республиканского штаба «Мы вместе» Айлан Винокуров. Наши волонтеры незамедлительно будут выполнять все эти заявки. У нас сейчас максимальный срок выполнения этих заявок стоит в течение 3 дней. Наши волонтеры будут все это отрабатывать. Да. К примеру, с сегодняшнего дня начинают поступать запросы на такую помощь, как в виде предоставления транспорта, да, чтобы свозить детей в поликлинику на медосмотр и так далее. Помочь во дворе, да, убраться. Есть заявки, которые просят доставить продукты питания, лекарства с аптеки и так далее. Сегодня в Ленске состоялась очередная отправка мобилизованных. 8 новобранцев вскоре отправятся в места проведения специальной военной операции. Место сбора призывников остается неизменным – территория около спорткомплекса «Олимп». Как проводили мобилизованных, расскажут наши коллеги. Среди мобилизованных оказался и наш хорошо знакомый Дмитрий Гузов, специалист по работе с молодежью городского управления культуры. Молодой человек с радостью поделился с нашей съемочной группой своим настроением и рассказал, что намерен в местах прохождения подготовки научиться новым навыкам, которые после службы в армии немного устарели. Настроение хорошее. Вот, несмотря на то, что жена грустная стоит, надо ехать, надо. И поэтому поехали. Что смог, сам себя как бы упаковал, грубо говоря. Надеюсь, государство не бросит, все равно все, что необходимое дадут. И больше всего, надеюсь, подучат маленечко, потому что сам 13 лет назад пришел с армии, что-то подзабыл, и время меняется, и все меняется. Позитивный и боевой настрой присутствовал у всех ребят, которые сегодня отправлялись на воинскую службу. Горько было только родным, которые пришли проводить своих мужей, сыновей в места проведения специальной военной операции. Минуты прощания были самыми сложными. Провожать ребят приехал и заместитель главы района Прокопий Петров. Он произнес напутственные слова и пообещал, что все то время, что будут отсутствовать мужчины, их семьям будет оказываться любого рода поддержка. Буквально вчера главой муниципального образования Ленский район Жумартом Жацлыковичем принято решение, в котором говорится, семьям мобилизованных еще дополнительно будет помощь в размере 50 тысяч рублей. Сегодня у нас трудные времена, при которых мы все должны быть патриотичными. Вместе мы сила. Россия – это сильная держава. И я думаю, победа обязательно будет за нами. Священник отец Анатолий прочитал молитву за ребят, окропил их святой водой и раздал православные крестики. Также в своих словах настоятель храма призвал ребят быть терпеливыми и стараться выносить все трудности. В этот день для новобранцев прозвучало очень много слов поддержки. За нами сила. Эта Родина зовет встать за веру и за русскую землю. Вы, русские воины, которых никогда и никому не сломить. Ребята, мы ждем вас здоровыми, целыми, живыми, невредимыми. Наша поддержка и любовь всегда будут с вами. В добрый путь! Напомним, что в военной части на подготовку уже отправились 130 жителей Ленского района. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. Более 400 писем отправили учащиеся первой школы города Алдана мобилизованным и военнослужащим российской армии на Донбассе. Во времена цифрового общения теплые слова, написанные от руки, не только придают солдатам уверенности и мужества, а становятся девизом победы. Руслан Павлов продолжит.
Все мы знаем, какое значение имели фронтовые письма в годы Великой Отечественной войны. Их ждали, читали и перечитывали, бережно хранили, кто в комоде, а кто у сердца. В век цифрового общения слова из смс-ок не содержат той энергетики и смысла, которые вкладывались в строки, написанные рукой автора. Учащиеся первой школы города Алдана отправили более 400 писем военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Вся школа, больше, наверное, 400 писем. Причем не только ребята младших, особенно классов, не только сами писали, им помогали родители, это видно было в письмах. А что в них было? Простые, теплые, искренние слова поддержки, вера в то, что они вернутся с победой. Слова о том, что мы их ждем, что мы всегда будем думать о них, мы будем о них молиться. Вот такие простые и искренние слова были в письмах наших ребят. Идея такой акции пришла, когда школьники узнали, что преподавательский состав школы собирает материальную помощь и посылки фронту. Об этом узнали ученики школы. Когда они услышали, конечно же, все сразу заинтересовались этой идеей, говорят, а как мы можем помочь? А давайте мы что-нибудь скажем им, какие-то теплые слова. И вот так родилась эта идея, ребята все поддержали, мы объявили акцию. Прежде всего, они хотели не оставаться в стороне. Они видели на примере взрослых, что помогали родители, переживали все взрослые, учителя. Поэтому, конечно же, они решили хоть как-то частичку себя, своей души отправить военным нашим на фронт, и чтобы поддержать их морально. Подобные акции прошли и в других школах города, причем параллельно. Дети писали, рисовали, лепили, а взрослые отправляли работы на передовую. В первой школе решили не останавливаться, и следующим шагом станут поделки и рисунки, которые в холодном окопе будут напоминать солдату о домашнем очаге, что его любят и ждут с победой. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Трансфер пассажиров поезда через реку Лену на теплоходе продлили до 17 октября. Это связано с благоприятными погодными условиями. Отправление из речного порта Якутска в 14:30 с причала номер 3. Талон на трансфер по маршруту Якутск. Железнодорожный вокзал Нижний Бестях можно приобрести одновременно с покупкой билета на поезд на сайте РЖД, в билетных кассах на всех железнодорожных вокзалах России и в билетной кассе города Якутска. Стоимость трансфера составляет 500 рублей. Возможность получить ушиб в последние несколько дней резко возросла. Вечная сезонная проблема улиц Якутска – гололед. И несмотря на работу коммунальных служб, тротуары города все еще представляют опасность для населения. Продолжит Саргалана Неустроева. Как сообщают специалисты травматологии Центра неотложной медицинской помощи, за последние несколько дней количество обращений к травматологам увеличилось на 15%. За эти 2 дня, например, при первичном обращении было 198, из них уличные по гололеду 95. Количество пациентов увеличивается вдвойне, потому что помимо переломов есть еще и растяжение связок, и также повреждение, разрывы связок. Почти такую же статистику приводят детские травматологи первой поликлиники города Якутска. При этом, как утверждают врачи, иногда о полученных травмах дети предпочитают умалчивать и не рассказывать родителям. Отложенный поход к специалисту чреват серьезными последствиями. Да, может быть, там и неправильно срастись кость, неправильно начать сращаться кость. Когда прошел довольно большой период, даже оперировать сложнее. Прием травмированных пациентов ведется не по записи. В целом, со слов специалистов, с сезонной нагрузкой врачи справляются, однако своей очереди придется подождать. Погода стало теплее, снег немножко подтаял. Вот этот период считается самым опасным, потому что травмы вдвое увеличиваются, много травмируются школьники. После школы, в первую половину дня очень много травмируется, по пути школы, из школы. И, конечно же, обращаются к нам. Профилактики ушибов, разумеется, не существует. Предугадать падение на скользкой земле никто не может. Однако можно снизить риск при гололеде. Для этого необходимо приобретать удобную обувь на нескользящей подошве, передвигаться по заснеженным участкам дороги и не спешить. Здоровье важнее. Саргалана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. Врачи-офтальмологи продолжают выезжать в районы Якутии. Выездная работа активно началась с августа этого года. Завтра в села Усть-Алданского улуса отправится передвижной офтальмологический комплекс. Его закупили по поручению главы республики Айсена Николаева.
В комплексе на базе КАМАЗа оборудованы 3 кабинета, что позволяет не только проводить обследование зрения, но и амбулаторные операции. А 24 октября операционные бригады офтальмологической больницы посетят Ленский район. Сейчас идет формирование списка нуждающихся в оказании медицинского лечения. Хочу обратиться, пользуясь случаем, к жителям Ленского района. Если у вас есть ваш возрастной родственник, который страдает старческой катарактой, который еще не обращался, не оперировался, у вас сейчас есть возможность обратиться в Ленске, в наш филиал, который расположен в здании поликлиники бывший санаторий Кедр в Ленске. 24 октября коллеги выезжают, будут работать там 5 дней. Плюс к этому мы еще отправляем в Ленск врача детского офтальмолога, который будет смотреть детей в рамках диспансерного наблюдения, периодических осмотров детей. Отметим, что на этой неделе мобильный комплекс вернулся с Южной Якутии, где офтальмологи оказали помощь жителям 19 населенных пунктов. Свыше 500 жителей Нерюнгринского и Алданского районов получили высококвалифицированную помощь, 35 жителям провели лазерное лечение, а свыше 130 жителям провели операцию по удалению возрастной катаракты. 12 октября отмечается День кадрового работника. В Якутском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук торжественно отметили профессиональный праздник и наградили сотрудников. Наш корреспондент Мария Кардашевская побывала на мероприятии и встретилась с руководителем кадровой службы. Сегодня сотрудник кадрового отдела – одна из ключевых фигур любой организации. В каждом учреждении имеется человек, отвечающий за работу кадров, а в крупных организациях этим занимаются целые отделы. В Якутском научном центре кадровую службу уже 3-й год возглавляет Лиана Данилова. Мы, конечно же, как кадровая служба являемся вспомогательным персоналом нашим научным сотрудникам. Их у нас более 500 человек, и мы помогаем им реализовывать их темы и госзадания. Работать легко, интересно. Считаю, что работа у нас творческая, есть всегда творческий подход. На плечах кадровой службы центра координация работы штата численностью в более 1200 человек. Помимо кадровой работы, отдел ведет и архив научного центра, занимается наградными материалами, а также курирует кадровые отделы 7 структурных подразделений. Лиана Викторовна признается, что работать в коллективе центра легко. Она любит свою работу и готова посвятить ей всю жизнь. Когда я после школы проходила профориентацию, то у меня выпала категория «человек-человек», то есть работа с людьми. И вот так сложилась моя судьба, что я невольно, но связала себя с кадровой службой, и 11 лет уже работаю с людьми. И считаю, что это мое призвание. Работа очень интересная, очень мне нравится. Важной задачей для себя руководитель считает поддержание благоприятного климата среди сотрудников. Она отмечает, что коллектив в большинстве своем молодой, творческий, активный и сплоченный. Наш отдел по управлению персоналом очень сильно помогает научному коллективу для достижения наших результатов научных. Хотели бы их поблагодарить за их такую ответственную и важную работу. Они себя очень хорошо показали под руководством Лианы Викторовны Даниловой. С Лианой Викторовной мы уже работаем 3-й год, и за эти 3 года она себя показала как очень ответственный и трудолюбивый сотрудник. Словом, коллектив центра стал одной большой семьей, в которой каждый готов помочь и выручить. И все это благодаря грамотной и слаженной работе сердца коллектива – кадровой службе. Мария Кардашевская, Павел Пахомов, Якутск. В СФУ активно проходит работа над программой развития университета. Для руководителей факультетов и институтов проводится тренинг управления смыслами и командным взаимодействием. Цель тренинга – развить в каждом руководителе в коллективе понимание и мотивацию для достижения общей цели. По словам экспертов, работа в команде не всегда строится эффективно, поскольку в большинстве случаев отсутствует общий интерес к работе. Поэтому главной задачей тренингов является обучение организации деятельности в командах, а также развитие специальных качеств личности для удобной работы в коллективе. Это история такая про разговор с руководителями департаментов, руководителями подразделений. Она в большей степени посвящена тому, как организовывать взаимоотношения в командах, деятельность в командах. И здесь наша миссия
наверное, это привнести во всю эту историю больше внимания к человеку и больше внимания друг к другу. На днях труппа Саха академического театра вернулась из гастрольной поездки, где открыла свой 117-й театральный сезон. Череда выездных спектаклей состоялась в рамках программы Российского министерства культуры «Большие гастроли». Якутский театр показал свои спектакли на знаменитых сценах обеих столиц, а также в главном городе Калмыкии. Как встретила столичная публика якутских артистов, узнала Анна Пшенникова. Большой гастрольный тур артисты Сахатеатра посвятили сразу двум знаковым событиям – столетию республики и долгожданному выступлению на сцене легендарного малого театра, который по праву считают своей альма-матер. Поэтому нынешние большие гастроли получили поэтичное название «Учитель перед именем твоим». Выступали на сцене Александринки, а вы знаете, что выдающийся художник Геннадий Петрович Сотников обучил всех художников нашего театра. Это сцена, то есть театральный институт Санкт-Петербурга. А мы 6 поколений актеров, уже 70 лет, больше 70 лет учимся в школе малого театра. И мы решили со своими спектаклями, с одной стороны, выдержать еще раз экзамен, но с другой стороны, мы решили поклониться учителям. Спектакли вызвали у столичного зрителя неподдельный интерес. Залы во всех 3 городах были переполнены. Классические пьесы Шекспира, Айтматова и Пиранделла в трактовке якутских режиссеров показали привычные сюжеты с нового ракурса, вложили в них новые смыслы. И зрителю это понравилось. А история из жизни крайнего севера «Алитет уходит в горы» по пьесе Семушкина и вовсе вызвала восторг. Московская публика, конечно, встретила нас очень тепло, радушно, потому что все-таки тема Арктики – это сейчас актуальная самая тема, глобальная тема. И про малочисленных народов тоже для них было смотреть очень интересно. То есть этот простор, море, тундры, вот, то, что вот колорит такой. Помимо спектаклей, особое впечатление на московскую театральную общественность произвела церемония передачи роли короля Лира из одноименного спектакля Сахатеатра. Знаменитый исполнитель роли, народный артист Якутии Ефим Степанов, воплощавший трагический образ на сцене в течение 25 лет, передал ее своему талантливому ученику Руслану Тараховскому. Однако волнений по этому поводу у мэтра нет. У нас одна школа, одно понимание. Вот. Руслан Игоревич сам по себе, он же ведь еще помимо того, что он уже выступает как актер в роли Лира, так он же большой режиссер, он же все со стороны тоже ощущает и видит себя. Итак, 117-й театральный сезон открыт. Основной гастрольный тур закончен, однако впереди у Сахатеатра еще поездка в Мирнинский район, а якутского зрителя ждет встреча с Национальным театром Калмыкии, который даст первый спектакль в Якутске уже 14 октября в рамках программы «Большие гастроли». Анна Пшенникова, Джулус Иннокентьев, Якутск. На этом у меня вся информация. Далее эфир продолжит программа «Между тем». Передаю слово Дмитрию Аргунову. Это программа «Между тем». Я, Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте. Вернемся к Илону Маску. Помните, я несколько дней тому назад говорил о его мирных инициативах и как он был подвержен обструкции за эти самые мирные инициативы. Я не знаю, гипотеза это или нет, но Илон Маск появился в политическом поле, ведь он всего лишь бизнесмен, после сообщений о том, что космическая группировка ВКС России провела неназванные эксперименты с орбитальными спутниками одной из зарубежных стран. Сообщение об этом было опубликовано 4 октября. Ну и, соответственно, указанные, но не названные эксперименты Минобороны проводила чуть раньше. А 3 октября американский миллиардер предложил пресловутый мирный план по Украине с признанием Крыма исконно российской территорией. Можно узреть причинно-следственную связь, а можно и нет. Дело каждого. Но тут появляется третья информация о том, что Starlink того же Илона, опять же Маска, сбоит на Украине, мешая успешной координации ВСУ. Причем в саботаже миллиардера обвинил Financial Times. Маск в ответ назвал бредом утверждение уважаемой газеты, что все было оплачено украинской стороной.
Украина возместила порядка нескольких процентов понесенных затрат, которые исчисляются сотнями миллионов долларов. И не надо тут ля-ля типа. Любопытно, что председатель парламента Крыма, который Маск призвал признать исконно российским, предлагал после опубликования мирного плана американского бизнесмена отнять у Украины предоставленные терминалы Starlink. Что было первее, исходя из событий, узнать уже не предоставляется возможным. Можете обвинять меня в теориях заговора, но чую я, что все эти события взаимосвязаны, и риторика владельца Tesla и SpaceX обусловлена всего лишь финансовыми потерями. Это к слову. Увидимся.